Весной этого года в деревне Константиновка начался пожар в жилом доме, где находились маленькие дети. Страшно подумать, что могло произойти, если бы рядом случайно не оказалась Анастасия Шапошникова. Благодаря ее неравнодушию спаслись 3 детей и уцелело единственное жилье многодетной семьи. Беспокоит, конечно, нужно пройти обязательно 1 раз в год. Кашель есть у вас? Нет. Фельдшера Анастасию Шапошникову знают все. И не только в Константиновке, а далеко за ее пределами. В марте этого года она спасла 3 маленьких детей из горящего дома, возле которого случайно проходила во время патронажного обхода. Собственным детям о своем героическом поступке она даже не рассказала, решив, что ничего особенного не произошло. Она просто выполнила свою работу. Они меня, увидев по телевизору, звонят и говорят: мама, мы тебя видели по телевизору. Говорят: ты что, ты там из пожара вытащила детей? Я говорю: ну так получилось, говорю, что мне пришлось, говорю, вытащить, говорю, иначе никак, говорю, это же моя работа, говорю. Ой, мама, ты вообще молодец, говорят. Я говорю: да, говорю, приходится в жизни выполнять такие работы, говорю, в нашей профессии, говорю, везде надо спасать людей, говорю, то ли из воды вытаскивать, то ли из огня, говорю, это наша работа. Вот уже 15 лет Анастасия Александровна заботится о здоровье местных жителей. Каждого знает лично. Работа доставляет ей радость. Общий стаж работы в медицине у нее уже превысил 25 лет. С выбором профессии определилась еще в детстве. Я эту профессию выбрала, то, что в семье должен быть 1 человек, который знает медицину просто. Думаю, если с родителями что-то случается, я должна знать, как оказывать помощь. В Константиновке у нее более 1700 подопечных, почти треть из них – дети. Малышей до года она наблюдает на дому. Плановые осмотры, прививки – это все на ней. Рабочий день у нее всегда начинается одинаково. Из Николаевки, где она проживает, Анастасия Александровна на попутках добирается до работы. Расстояние в 6 километров иногда приходится преодолевать пешком. Зимой бывает тяжело, приходится идти быстрее, чтобы не замерзнуть. Но это не мешает ей любить свою работу. Если кто-то просит, она готова помочь в любое время. Человек отзывчивый. Когда необходимость есть, она сразу идет на вызов. Ну, прививки сразу предупреждает, даже бывало домой приходила, делала от гриппа вот те года. Главное качество, которым должен обладать фельдшер, это милосердие, считает Анастасия Александровна. Для того, чтобы состояться в этой благородной профессии, одних знаний недостаточно. Надо любить людей и понимать их душевное состояние. Такому человеку, как Анастасия Александровна, верному своему делу, самоотверженному и милосердному, человеку с большой буквы, не страшно доверить самое ценное – свое здоровье и свою жизнь. Ой, спасибо, какая ты молодец.